Доброе утро, просыпаемся, улыбаемся, завариваем чай, кофе, там все, что вы, собственно, с утра любите пить, любой напиток, который вас пробуждает, поэтому, и вместе с этим, конечно, встречаем день вместе с «Утро Якутии» на Якутия-24. Катерина Винокурова, Павел Танин. 23 октября, к слову, на календаре, день недели, четверг. И давайте проведем его продуктивно и максимально полезно и с хорошим настроением. Да, и вот первое, что влияет на наше настроение, это, конечно же, погода за окном, поэтому давайте узнаем, чем сегодня нас порадует. Итак, сегодня в центральных районах на 6 часов утра температура воздуха составила минус 10, минус 20 градусов. В заречной группе минус 8, минус 17. В южных от минус 4 до минус 16. В Вилюйской группе минус 7, минус 9. В Нижнеленских минус 10. В западных минус 4, минус 10. В Колымадзикирской группе минус 8, минус 18. В Янских 14-17 градусов мороза. На северо-западе минус 8, минус 16. На 6 часов утра температура воздуха в городе Якутске составила 12 градусов мороза, атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба, ветер северо-западный 1 метр в секунду. Сегодня днем нам обещают, точнее, в конце дня небольшой снег, ветер юго-западный до 3-8 метров в секунду. А температура воздуха днем составит 2-4 градуса со знаком минус. Везде уже достаточно так похолодало. Пора уже. Пора. Если вчера был плюс, то сегодня уже. Как бы не хотелось это признавать, зима, она все ближе с каждым днем, и от этого никуда не уйти. Цикличность природы, ее законы, мы против них ничего сделать, к счастью или к радости, не можем. А вот к счастью или к радости решайте сами. Пока же мы послушаем сводку новостей, с которой нас ознакомят наши коллеги из информационной службы. Доброе утро, Якутия. Далее блок новостей. На пленарном заседании ЛТУМЭНа депутаты приняли изменения в законодательство Якутии. Правки приняты большинством голосов депутатов, проголосовали за поправки 54 депутата. Изменения затрагивают 6 статей основного документа республики. В статье о местном самоуправлении пересмотрят формулировку. По новым правкам главы районов будут наделены дополнительными полномочиями, механизм которого сможет повлиять и на федеральные структуры, и на крупные компании. Также в статье 22 об образовании государство гарантирует бесплатное обучение детского сада, общего и среднего специального образования, учитывая риски для малокомплектных и кочевых школ. Внесены практически технические изменения в нашу Конституцию, поправки и изменения в Конституции. Они очень оправданны и они очень нужны нам. Нас ждут только самые хорошие изменения, потому что ничего сверхъестественного сегодня на заседании не случилось, хотя маски были у определенных людей сорваны. Они опять показали, что они баламутят народ, не читая вообще, собственно говоря, сами поправки Конституции, которые были предложены главой республики. Никто не отменяет образование в нашем 10-11 классе, но как было гарантировано, так и будет гарантировано. Региональные микрокредитные компании получили возможность выдавать ипотеку. Для их адаптации Центробанк отменит ограничения по стоимости кредитов. Мера будет действовать до 31 марта 2026 года включительно. Для получения подобных прав 100% акции микрокредитной компании должны принадлежать субъекту Российской Федерации. Помимо этого, Банк России имеет право вводить дополнительные требования к таким организациям. Так, полученную у них ипотеку можно будет погасить с использованием выплаты в 450 тысяч рублей, положенной многодетным семьям. Комитет Совета Федерации поддержал изменения закона, упрощающие оформление гражданства для ребенка по рождению. Соответствующий законопроект Госдума приняла во втором и третьем чтениях. Изменения предусматривают возможность подачи заявления для получения гражданства детям в электронной форме. Сделать это законный представитель несовершеннолетнего сможет на портале госуслуг. Уведомление об оформлении гражданства придет туда же вместе с усиленной квалифицированной электронной подписью.
Для детских онлайн-платформ необходимо усиление контроля. Из-за своей открытости и неэффективной модерации они стали удобной средой для злоумышленников. Об этом заявил член Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин. В этом году зафиксировано большое количество мошенничества, связанного с несовершеннолетними. К примеру, детей просят выполнять различные задания для получения игровых валют, после чего у их родителей похищают настоящие деньги. В Якутском музее имени Ярославского открылась выставка «Жизнь и творчество во благо родного Севера». Ее посвятили 85-летию народного писателя, государственного и общественного деятеля Якутии Андрея Кривошапкина. Он внес значительный вклад в развитие Севера Республики и современной политики по защите прав языков коренных народов. На выставке были собраны сборники книг, как посвященные его политической деятельности, так и написанные самим Андреем Кривошапкиным. Именно благодаря ему наше движение получило такой широкий размах, с которой приобрел большое влияние в решении вопросов социально-экономического и этнокультурного развития наших народов, нашей республики. С его деятельностью мы связываем начало также и развития законодательства по защите прав коренных малочисленных народов Севера и в Российской Федерации. То есть для нас это не просто, для нас он не только лидер наших народов, но он вообще историческая личность, открывшая вот такую целую страницу и в законодательстве, и в общественном движении наших народов. Мы сегодня предлагаем вам не просто проснуться, а запустить свой день на полную мощность. Нас ждет пара минут динамичной степ-аэробики, лучшего способа разогнать кровь, поднять настроение и проснуться всем мышцам. И не беда, если у вас нет специальной степ-платформы, ее легко заменить прочной толстой книгой, низкой скамеечкой или даже парой сложенных друг на друга поленьев. Главное, чтобы конструкция была устойчивой и безопасной. Готовы зарядиться энергией и ритмом? Тогда вперед! Наш инструктор покажет, как всего за несколько минут привести тело в тонус и встретить утро с улыбкой. Всем доброе утро, меня зовут Дерюгова Светлана, я тренер по направлению степ-аэробика. И поехали, работаем, делаем захлест одной ногой, работаем ручки перед собой, выдох, выдох, выдох и меняем ножку, правую поставили и снова пошли, выдох, выдох и пошли, работаем на пресс, ручки наверху, над головой, работаем на пресс, ниже отпускаемся, выдох. Выдох и идем шагом, отдыхаем, делаем вдох и выдох, еще раз вдох и выдох. Есть, теперь делаем захлест одной ногой, меняем, выдох, выдох, есть, есть, еще, работаем, 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 просыпаемся и поехали, джампинг джек делаем. Если кому сложно, можете делать пошагово, выдох, выдох. Носочек в сторону. Еще. Есть. Теперь можем работать пошагово. Работаем с правой ножки и левой ножкой. Отпускаемся на правую, левая. И пошли. Выдох. Ага. Еще. Коленки немного полусогнуты. Ритмичнее, динамичнее. Еще, 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 еще. Молодцы. Ага. И пошли. Колено, локоть. Выдох, выдох, выдох. И поменяли ножку. Ага. И также, у кого нет платформы, можете работать просто. И выдох, выдох. Итак, поехали. Ручки перед собой, корпус немножко вниз. И пошли коленки полусогнуты. Выдох, выдох. Молодцы. Еще 3, 2, 1. И пошли чуть быстрее. Выдох, выдох, выдох. 3, 2 и 1. И сейчас проведем с вами растяжку. Поехали вместе со мной. Делаем хороший вдох, на носочки поднимаемся. И выдох. Спокойно. И еще раз глубокий вдох. И выдох. Внизу ручками потрясли. Разгоняем лимфу. Еще, 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 еще. Есть. Теперь ножки на ширине. Еще чуть шире. Взяли за голено, стоп. И вниз прогибаемся. И задержались. 5, 4, 3, 2, 1. Потянулись к правой ножке. Растягиваемся. 3,
2, 1. И к левой ножке. 3, 2, 1. Ножки соединили вместе. Когда мы вниз спускаемся, мы колени не сгибаем. Поехали. 3, 2 и 1. Сейчас ножки соединили. Вниз прогибаемся, колени не сгибаем, колени у нас прямые. Вниз отпускаемся и у носочков задержались и раскачиваемся. Задержались. 3, 2 и 1. Есть. Всем пока. И с вами была Дерюгова Светлана. До новых встреч. Мы только что зарядили тело энергией, а теперь предлагаем зарядить и ум. Тем более, что сегодня очень необычный научный праздник, который оценят все, кто либо сталкивался с химией. Речь идет о дне моля, и это вовсе не про насекомых, а про важнейшую единицу измерения в химии, которая помогает ученым считать атомы и молекулы. 1 моль — это примерно 602 секстиллиона частиц. Представляете, как много? Цифра колоссальная, но именно благодаря ей создаются новые материалы, лекарства и технологии. Так что если вы сегодня почувствуете себя немного ученым, это прекрасно. Ну а далее узнаем, какие еще праздники и важные даты сегодня отмечаются. На календаре 23 октября – Международный день снежного барса. По народному календарю в этот день чествуют 2 святых. На Руси в этот день наблюдали за разными приметами, по которым можно было судить о предстоящей погоде. Смотрели, например, на месяц. Считалось, что его рога должны показывать в ту сторону, откуда вскоре подуют ветры. Существовало и другое толкование этой приметы. Если рога месяца указывают на север, быть скорой и строгой зиме. Если на юг, до самой Казанской, будет грязь и слякоть. Этот день в истории. 1814 год. Проведена первая в Европе пластическая операция. 1937 начался героический дрейф в Арктике ледокола «Георгий Седов». 1953 Андрей Сахаров избран действительным членом АН СССР. В 2000 год китайские археологи обнаружили музей древних музыкальных инструментов. В этот день родились Петр II, император всероссийский, внук Петра I. Святослав Рерих, русский и индийский философ, художник, культуролог. Феликс Блох, швейцарский физик, нобелевский лауреат. Илья Франк, советский физик, академик, нобелевский лауреат. Джанни Родари, итальянский детский писатель, автор «Приключений Чипполлино». Юрий Саульский, советский композитор, автор песен, народный артист РСФСР. Пеле, бразильский футболист, 3-кратный чемпион мира. Майкл Крайтон, американский писатель, фантаст, сценарист и кинорежиссер. Ульяна Лопаткина, российская балерина, народная артистка России. Ирина Никифорова, актриса, заслуженная артистка Республики Саха-Якутия. Василий Рочев, российский лыжник, призер Олимпийских игр, чемпион мира. Именины сегодня отмечают Андрей, Василий, Евлампий, Евлампия, Иннокентий. Сегодня, кстати, отмечается еще один такой праздник, который объединяет, мы заговорили про День моля, да, это наука, но праздник, который объединяет точность науки и искусства. Мы говорим про День работника ювелирной алмазогранильной промышленности в Якутии непосредственно. Праздник, естественно, тех, кто превращает природные богатства нашей земли в настоящее произведение искусства, сохраняя вековые традиции и внедряя инновации. И чуть позже про ювелирное украшение, вообще про вот эту всю сферу мы поговорим. Ну а пока хотелось бы поговорить про то, что драгоценности — это все-таки не единственное, что дарит нам красоту. Есть искусство, которое создает красоту каждый день, следуя за ритмом жизни. И это искусство одежды. И сегодня в рубрике «Выбор профессии» мы расскажем о людях, которые умеют превращать ткань в элегантные силуэты, а идеи в реальные образы. Это закройщики, дизайнеры, настоящие архитекторы моды, соединяющие точный расчет с безграничной фантазией. Как создается идеальная выкройка, какие навыки нужны, чтобы одежда стала вторым «я» человека, и почему эта профессия остается актуальной даже в эпоху массового производства, узнаем в следующем сюжете. Здравствуйте, меня зовут Роман Затрутин. Я портной закройщик, дизайнер по коже и дубленкам.
Работаю уже 38 лет в своей профессии, работаю в ателье. Но это все началось как бы в лет, наверное, в 13. Просто в то время не было одежды никакой, как бы охота была модно одеваться. Началось все с того, что я стал потихоньку брать мамины джинсы и ушивать их. Вручную ушивал, заутюжу их вот так вот. Одену, схожу на дискотеку, потом все это распарывал, заутюживал, опять, чтобы складок не было, и ложил на место, как будто бы никто ничего не одевал. И после 8 класса я и родители мои тоже стали думать, куда дальше двигаться, или идти дальше учиться, или как. И вот папа предложил: давай пойдешь портным, тебе же нравится, вот ты же до машинки шил. Я подумал, почему бы и нет. Вот меня в 15 лет, помню, мне было, привели прямо на производство, именно сюда, в Силуэт. Это был 87 год. И меня взяли учеником портного. И вот с этого времени я тут и работаю. Я все брал у талантливых людей, которые были у меня учителями. Учился у них. И кроить учился, и дизайну учился. Все у своих учителей. И я даже поработал еще года 4 в театре оперы и балета. Шили театральные костюмы на спектакле. Было интересно, творческая работа такая была. Я люблю свою работу, потому что, во-первых, сижу всегда в тепле. Второе, работа творческая, как интересная. Я же работаю с такими тяжелыми материалами, как кожа, дубленки. Мне очень нравится это. Сложности бывают, конечно. Например, столько лет опыта вот, имеете, и все равно где-то что-то, все равно нужно подумать, посмотреть как-то вот по-новому. Вот, например, заказывают куртку, какие-то детали новые. Это все нужно сконструировать, все это в голове, все это осмыслить, и как это сделать. Прежде чем скроить и нарисовать, все это должно у тебя быть в голове, то есть полностью технологию прочертить. И потом уже это все начинаешь шить. Конструирование называется. И пошив, естественно, потом уже. Для нашей работы главное терпение нужно. Терпение, усидчивость и, главное, хотеть этим заниматься. Коллектив у нас здесь очень большой, женский в основном, да. Мужчин у нас мало, то есть я и еще один мужчина работает. Когда я пришел в 15 лет сюда на работу, я когда увидел, что это женский коллектив, я думаю, так, годик поработаю, а потом убегу отсюда. Потому что я, как увидел все это, не думал, что я смогу столько лет поработать в женском коллективе. Сейчас работался нормально. Они накормят, напоят тебя. Молодежи хочу сказать, что если хотят они работать в нашей профессии, мы всегда рады. Немножко нужно подождать время, усидчивость, а потом все придет. Самое главное было, чтобы желание. Ну, хочу привет передать, конечно, своим всем родным, всем своим знакомым, друзьям и пожелать всем здоровья большого, благополучия и всегда улыбаться, быть веселыми, то есть, чтобы никого ничего не огорчало. Ну, как мы уже сказали, да, сегодня день ювелирной алмазогранильной промышленности в Якутии. Еще раз поздравляем всех причастных людей к этому. Ну, а параллельно с этим, в честь такого события в сокровищнице республики на этой неделе откроется большая выставка лучших ювелирных украшений Якутии. О том, что ждет гостей на выставке и в каком направлении вообще развивается якутское ювелирное искусство, мы поговорим с нашими гостями. У нас в студии председатель Ассоциации ювелиры Арктики Галина Павлова и мастер-ювелир с многолетним стажем Геннадий Гаврилев. Галина Николаевна, Геннадий, доброе утро. Доброе утро. Ну, в первую очередь, конечно, с профессиональным праздником. Поздравляем. Спасибо. Вот. Ну и говоря уже про выставку, да, вот все-таки это какая-то такая выставка больше для ведущих, да, для профессионалов своего дела, или любой простой человек может прийти на выставку и без специальных знаний на что-то обратить внимание? Конечно, на выставку можно подойти любому человеку, это доступно. И кроме выставки проводятся еще и мастер-классы, читаются лекции, проводятся экскурсии по ювелирным предприятиям. Поэтому есть обширная такая программа на неделю. Я думаю, что это будет очень интересно. Ну, конечно же, на выставке представлены вообще уникальные изделия, которые никогда никто еще не видел. Допустим, вот макет Якутия полюса холода, которая будет построена где-то в одном из площадей нашего города Якутска.
Или вот это вот уникальное изделие тоже это Красота, да? якутский как бы Оскар. Как Оскар, да. Да, он похож на Оскара, называется кюнкиита. И награждается, и А давайте покажем вот так вот, да? Будет видно? да, им награждали Абугаевых, которые были номинированы на Оскара, и Алик Каноненко, который в космосе играл на хомусе. Мгм. Вот. Ну, мы, опять же, многие говорят про особенность драгоценных камней якутских, да, особенно якутские камни. Чем действительно камни, добытые в республике, отличаются? Это может быть цвет, блеск, еще какие-то параметры. В чем их уникальность? Вообще, конечно, они имеют свои камни, все имеют свои характеристики, но мы так утверждаем, что добытые у нас в Якутии камни, они, конечно, пролежали в вечной мерзлоте, набрали силу, энергию нашей земли, и, конечно, они этим могут отличаться. Геннадий, какими основными качествами должен обладать ювелир? Современный ювелир должен обладать всеми качествами, то есть он должен уметь делать ювелирное изделие от начала и до конца, быть универсальным. Весь процесс, да? Да. Начиная от рисовки эскиза, заканчивая уже готовым изделием. Ну, вот говоря про эскизы, ну и вообще, в принципе, сегодня все очень технологично, да, и очень много сейчас говорится про использование искусственного интеллекта. Вот как-то сегодня помогает искусственный интеллект в создании ювелирных украшений? Да, нам помогает. Ну, в чем это проявляется? То есть рисует эскизы за вас, да, подкидывает идеи? И помогает как бы визуализировать идею. То есть и оттуда уже берется сама идея и делается эскиз. Ага, то есть как бы сначала, грубо говоря, набросок черновой делается, Да, потом уже от да, него да, да. делается полноценный эскиз. Ну а вообще украшения, которые представлены на выставке, да, они делаются специально для выставки или мы можем их увидеть еще где-то? А может приобрести их? А может приобрести? Да, эти изделия, конечно, к выставке все уже в течение года готовятся. Мгм. И это проводится 4-й раз уже у нас. Эта выставка такая уникальное украшение, лучшие украшения Якутии. И, естественно, можно их потом будет приобрести. Мгм. А вот поговорим, опять же, про особенности производства. Если посмотреть на старинные, да, якутские украшения, которые, ну, вот, до сих пор они не сильно теряют там, свой вид и так далее, остаются такими же прекрасными, как, наверное, и, ну, может быть, чуть хуже, чем в первый день, когда были изготовлены. Был ли, опять же, какой-то секрет в производстве, что вот так долговечно украшение сохраняется? Старые изделия, они в основном все ручной работы, поэтому они до сих пор и сохранились. А современные изделия, вот большие компании, которые работают с золотом, они в целях экономии делают изделия тонкими и легковесными. Из-за этого они и ломаются. Вот так вот даже и неочевидный факт, скажем так. Да, что и они и- полновесные, Мгм. не пустотелые. Пустотелые, конечно, они ломаются. Мгм. Ну вот если заглянуть, да, вперед, главные изменения, которые ждут, по-вашему, ювелирную отрасль, ну, скажем так, лет через 5, 10, 15? Ну, предугадывать, конечно, 5-10 лет это сложно, но наши ювелиры, наши ювелирные компании уже на таком высоком уровне представляют на выставках и в России, и на международных. И так думаю, что все-таки наш бренд якутский, ювелирный, он должен выйти и на внешний рынок. Мгм. А насколько вообще тогда вот можно ли предугадать хотя бы на год вперед, вот какие тенденции Прогнозировать. будут? Да, прогнозы какие-то сделать. Прогнозы, конечно, можно сделать, да, но у нас не такая стабильная ситуация в нашей стране. Сложности сейчас, вот, допустим, такое, можно сказать, непростое время, и мы развиваемся. Мгм. В этом весь смысл. Мгм. И, пользуясь вот случаем, хотелось бы, конечно, пожелать всем ювелирам творческого пути, чтобы было вдохновение всегда. И, конечно же, всего доброго. Галина, Геннадий, спасибо за прекрасную беседу. Желаем, чтобы
выставка нашла благодарного посетителей и зрителей в огромном количестве. Желаем, конечно, дальнейших профессиональных успехов. Ну а мы продолжаем. Автомобили, помимо прочего, да, это еще и прекрасный, да, транспорт для путешествий. Да, но мы пока вернемся немножко в прекрасное, да, потому что в чем вот сходство между созданием ювелирных украшений и экстремальным спортом? Две сферы, на первый взгляд, далекие друг от друга, объединяет общий подход к делу. И в создании ювелирных украшений, и в экстремальном спорте ключевую роль играет скрупулезность, тщательная подготовка и готовность к испытаниям. Спортсмен из Рязани преодолел 7000 километров до Камчатки, чтобы отправиться в уникальную экспедицию. Вот почему я подумала на автомобилях, оказывается, на каяках. Многодневный тур по волнам Тихого океана, путешествие в 150 километров и испытания на прочность. Далее в сюжете. 9 дней в Тихом океане, 150 километров в пути, десяток бухт края. В автономной каяк-экспедиции по самым красивым местам восточного побережья Камчатки поучаствовал путешественник из Рязани. Это уже второй такой тур на его счету и третья поездка на полуостров. Мы сами, в этот раз нас было 17 человек, передвигались по береговой линии, стартовали 6 сентября из Петропавловска-Камчатского и по бухтам восточного побережья каждый день, проходя по 15-25 километров, передвигались в разные бухты. Каждый день, каждая ночевка у нас была в разных бухтах. И конечная финишная точка у нас была бухта Лиственничная. Чтобы пройти этот достаточно сложный маршрут, в каяке нужно чувствовать себя уверенно. Нужно быть не просто физически даже подготовленным, а нужно заниматься каякингом, нужно уметь сидеть в лодке, тем более погодные условия, океан. Все-таки это не просто по реке, там где-то у нас тут в Рязани поплавать, вот по озеру. Нужно быть, да, и физически подготовленным, и по опыту, по каякингу тоже нужно быть подготовленным. Несмотря на весь опыт и натренированность путешественников, не обошлось в экспедиции и без трудностей. Все-таки погода и водная стихия – вещи непредсказуемые и своенравные. В первый день мы вышли, был пасмурный день, потом где-то через пару часов начал моросящий дождь, который закончился только через 2 дня. В принципе, это трудности. Когда ты палатку ставишь, к примеру, да, то есть дождик идет, вылезаешь из палатки с утра, дождик идет, ты готовишь еду, там дождик идет, ты собираешь вещи, дождик идет. Потом следующие дни были более благоприятные, но были моменты, когда там и волны были большие, но тем более кто-то, не все же ходят по Тихому океану постоянно, да, то есть не все живут на Камчатке, вот. Даже для подготовленных, я так думаю, что большие волны – это своего рода такой тоже стресс, потому что сидеть, нужно держать баланс, контролировать все моменты, ветер, потому что весло там из рук может выбивать. Впервые Дмитрий побывал на Камчатке в 2020 году. Тогда он принял участие в недельном пешем походе по вулканам полуострова. А в прошлом году он приехал сюда специально ради экспедиции на каяке. В целом Дмитрий спортсмен опытный и разносторонний. Я в основном занимаюсь здесь в Рязани сапсерфингом, вот, на лодочках плаваю, но каякингом больше так вот приезжаю на Камчатку. Поэтому я 2-й год подряд уже езжу. И плюс еще все-таки Камчатка после 2020 года затянула своей силой, своей мощью, своим великолепием. Если уж и выбирать тур, считает Дмитрий, то активный. Добавим, туристический поток на Камчатке неизменно растет. Только в июне-июле этого года он составил больше 91 тысячи человек, сообщили в Минтуризма региона. Ну, а вот, например, путешествия, да, о которых поговорили только что, будь то автомобиль, самолет, водный транспорт или изготовление ювелирных украшений, о которых говорили чуть раньше, все это работает благодаря законам физики и только. И поэтому вообще все вокруг нас работает благодаря законам физики, поэтому очень важно их понимать и плюс-минус, как говорится, разбираться. Да, в реальной жизни. Сегодня в рубрике «Спроси учителя» школьники Якутии получат ответы на вопросы по этой дисциплине от преподавателя физики. Возможно, и вы найдете ответ на вопрос, который давно вас интересовал.
Всем здравствуйте. И я Валентина Варламова. И сегодня в нашем проекте «Спроси учителя» мы поговорим о науке, без которой невозможно ни одно открытие. У нас в гостях учитель физики Республиканского лицея-интерната, народный учитель Российской Федерации Виктор Филиппович Потапов. Виктор Филиппович, мы получили вопросы от наших школьников, и нам очень интересно услышать ваше экспертное мнение. Давайте вместе узнаем, почему физика — это не просто предмет, а способ понять, как все работает вокруг нас. Виктор Филиппович, первый вопрос для вас. Здравствуйте, меня зовут Попов Савелий, ученик 7 класса Хусилской школы Булунского района. Скажите, пожалуйста, почему радуга всегда полукругом, а не, например, квадратом? Вопрос очень интересный. Мы должны знать, что Земля по сравнению с Солнцем очень маленький шарик. Этот шарик окружен атмосферой. И лучи света от Солнца к нам идут как бы параллельно друг другу и попадают на атмосферу. Если бы вся половина, которая освещается Солнцем, была покрыта облаками или парами воды, так, то мы наблюдали бы кольцо. А на самом деле в том месте, где мы находимся, мы наблюдаем не все кольцо, его дугу наблюдаем. И второй вопрос. Что? Доброе утро. Меня зовут Татарнов Герман, я ученик 11 класса Сотинской средней школы Усть-Алданского района. И у меня такой вопрос. Как самолет держится в воздухе, если он такой тяжелый? Все зависит от того, как воздух обтекает крыло самолета. И вот форма крыла дозвукового самолета имеет огромное значение. И как во время обтекания там образуются вихри. Это кольцеобразные образования воздуха. Они отрываются от конца крыла. И вот эти кольца, которые образовались, они заставляют крутиться поток воздуха вокруг крыла. Ну, это как шестеренка заставляет крутиться воздух вокруг крыла, и давление снизу и сверху становятся разными согласно уравнению Бернулли. Там есть такое уравнение, девятиклассники должны знать, так? Ну, тем более десятиклассники. И вот эта разность давлений снизу и сверху разные, снизу больше, сверху меньше, потому что сверху поток воздуха идет быстрее, чем снизу. И в результате при достаточной скорости этого достаточно становится сила, действующая на крыло самолета, чтобы поднять самолет. Виктор Филиппович, и внимание на Георгия. Здравствуйте, меня зовут Солдатов Георгий. Я из 6 Б класса адаптивного образовательного комплекса. Подскажите, пожалуйста, почему физику называют основой всех наук? Ну, как всегда, физики утверждают, что только физика соль, а все остальное ноль. Но на самом-то деле это, наверное, не совсем так. Но я тоже... Вы тоже так считаете? Да, да. Как бы получается, что физика объединяет все науки. Например, вот новые технологии развиваются вот на тех материалах, которые изучает физика, например. Виктор Филиппович, благодарим вас за ваши ценные объяснения. А вас, дорогие ребята, дорогие наши школьники, вам хотим сказать следующее. Продолжайте наблюдать, исследовать и задавать вопросы, ведь именно так рождаются открытия. Что, мы продолжаем. Нерюнгринская земля богата талантами. И сегодня она вновь готовится во всей красе предстать перед многочисленными гостями предстоящего праздника 50-летнего юбилея Нерюнгринского района. Подготовка к нему идет полным ходом, и творческой составляющей уделяется большое внимание. В танцевальных залах Нерюнгринского центра культуры самый многочисленный коллектив дэнс-шоу группа «Экзотика» каждый день оттачивает и совершенствует свои творческие номера.
Команда под руководством Алексея Грошева и его соратников опытная. Только в этом году за их плечами отчетные концерты, яркие массовые номера Исе Халанхо и других мероприятий. Много выступлений, много работы, и начался год тоже достаточно активно. Мы сейчас уже готовимся к работе с артистами, к своему концерту. Можно сказать, живем в ДК Пушкина с детьми, своей большой семьей. Не первый год «Экзотика» проводит шоу-программы с известными российскими артистами, которые приезжают в Нерюнгри. Это дает возможность ученикам познакомиться с разнообразным музыкальным материалом и развивать свои таланты. В ближайшие 2 месяца «Экзотика» будет работать со звездами эстрады на юбилее города и новогоднем шоу. Уже традиция провести новогоднее шоу. И в этот раз к нам приезжают наши новые друзья, золотой состав группы «Стрелки». Мы готовим абсолютно 100% новую программу, 100% обновленные костюмы, новый свет, новый звук. Ну и в конце концов мы порадуем людей новым основным составом. Дэнс-шоу группы «Экзотика» на постоянной основе обогащает танцевальное искусство новыми идеями и свежими подходами. И их выступления в очередной раз станут ярким событием в культурной жизни Нерюнгри. Екатерина Павлова, Захар Головин, Нерюнгри. В современном мире все больше услуг переходит в онлайн-формат, не исключение и социальная сфера. До недавнего времени казавшийся не совсем распространенным электронный сертификат сегодня становится популярным среди тех, кто пользуется поддержкой государства. С его помощью сегодня людям с инвалидностью приобретать технические средства реабилитации стало намного удобнее. В чем еще преимущество электронного сертификата, расскажем вам далее. Да, как тебе? Хорошая, отличная. Отлично, да? Угу. Все по размеру. Но мне самому удобнее одевать. Но ты сам будешь одевать. Марк Ефимов примеряет новые целых 4 пары кроссовок, которые он со своей мамой приобрел с помощью электронного сертификата. Технически подкованному парню выбирать товар на сайте и оформить его было совсем несложно, так как это далеко не первый заказ. Ну, хорошая, отличная. Но, вот как всегда, вот. Потому что я не первый раз же этой услугой пользуюсь, поэтому это очень классная, удобная штука. Марк занимается в инклюзивном театре, и для него выглядеть модно и современно важно в первую очередь. Поскольку я артист, я должен соответствовать своей работе, как скажем, да. Вот поэтому выбор обуви, выбор одежды – это очень важный критерий для любых людей, но особенно для тех, кто занимается творческой деятельностью, потому что... Раньше, чтобы получить людям с инвалидностью технические средства реабилитации, а это не только специальная обувь, но и костыли, ортезы, слуховые аппараты и многое другое, приходилось собирать кучу документов, ждать одобрения, а потом еще искать, где все это можно приобрести. С электронным сертификатом все гораздо проще. Зашел на сайт, выбрал товар, оплатил сертификатом и через несколько дней получил нужную вещь. Электронный сертификат – это современная форма предоставления социальной помощи. Гражданин получает право на приобретение определенных товаров и услуг, а государство компенсирует стоимость покупки продавцу. Это позволяет избежать посредников, сократить сроки обеспечения гражданина и расширить выбор товаров и услуг. По сравнению с предыдущими годами у нас намного больше стали поступать заявления именно приобретением электронного сертификата. И хотя конкуренция у продавцов увеличивается, ведь поставщиков услуг становится больше, главное преимущество – государство гарантирует своевременную компенсацию стоимости товара. Вот этот сертификат, он дает право гражданину выбирать именно ту организацию, которая ему нравится, и что именно есть в ассортименте, а не то, что выдается по госконтракту. Само использование сертификата очень простое и удобное для гражданина. Какие виды помощи доступны по электронному сертификату, можно узнать на портале госуслуг, либо обратившись в региональное отделение социального фонда. Удобство, скорость и прозрачность – вот главные преимущества этого современного инструмента, который помогает сделать жизнь граждан проще и удобнее. Туяра Филиппова, Артумен Наговицын, Якутск. 15 октября стартовал социокультурный проект «СОЛ»,
который переводится как «Путь», который знакомит нас с историей и легендами столицы республики через призму общественного транспорта. Знаете вы что? Да, те, кто каждый день возят нас по улицам города, видят наш город совершенно иначе. В рамках проекта «Якутск глазами водителей» собрано 14 удивительных историй о тех, кто знает каждый уголок нашего города. Это история о детстве на капоте отцовского автобуса, о взаимовыручке в лютые морозы и о маленьких чудесах, которые случаются на маршруте. В нашей студии сегодня один из участников этого уникального проекта, управляющий иммерсивного проекта «Голос внутри» Гея Гундарева. Гея, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро, да. Как вообще выбирали для вот аудиогида истории водителей? Да? Что было главным критерием? Потому что ну, вот мы 14 удивительных историй озвучили, водителей явно больше, то есть все равно какую-то изюминку вы пытались поймать. Нашей задачей было собрать истории, которые живые, настоящие истории о рабочей профессии водителя. Необходимо было сделать уникальные истории. И у нас получилось, каждая история получилась уникальной. Одна доводит до слез, другая заставляет смеяться. Но с помощью каждой истории мы узнаем о важности водителя в наших суровых временах. А какие-то сложности вот, случались при общении с водителями, да, скажем? Мы знаем, что водители не совсем такие многословные, наверное, не все, да, многословные люди. Но мы столкнулись... Основной проблемой являлось то, что водители у нас люди очень скромные и занятые. У них очень ранние подъемы и очень поздние смены. И нам приходилось их ловить на конечных остановках, мы встречались с ними в кафе, поэтому каждая беседа для нас была на вес золота. А были какие-то вот неожиданные моменты или, может, даже очень, очень неожиданные истории, да, которые особенно впечатлили тех, кто работал над проектом? Да, самым ценным для нас стало то, что к нам подошла дочь одного из водителей и сама изъявила желание рассказать историю своего отца. Кроме того, она сама ее озвучила в нашем аудиогиде. Но она не остановилась на этом у нас. Она нарисовала еще скетч к этой истории самостоятельно. Очень такая прониклась, наверное, да, тоже. Это бесценно вообще. Да, но это очень здорово, да, как и поддержка, и то, что люди очень активные, да? Да. А как вот работали с материалом, может быть, как-то монтаж, музыка, вот чтобы больше придать какого-то эмоционального фона? Было такое? Да, конечно. Для нас основной задачей было создать не просто рассказ, интервью, да, взять. Необходимо было, чтобы это было полное погружение. Конечно, все начинается с идеи, сценария, и заканчивается все профессиональным звуковым, профессиональной звуковой обработкой. Мы добавляем звуки и эффекты каждой истории, там, рев мотора, звук остановки, когда объявляется. И все это цепляет, ну, единое целое становится, и это становится... Картина такая появляется. Да, вырисовывается. Вот, ну а что через эти, наверное, истории могут слушатели почувствовать или даже узнать что-то новое о городе? Знаете, когда мы брали интервью, мы, наверное, услышали саму душу Якутска, потому что мы увидели, наверное, Якутск с другой стороны, с глазами тех, кто каждый день видит город из своей кабины. А вот что можете сказать о команде, да? Кто эти люди, сколько человек, которые вот над проектом работают? Над проектом работали очень много человек. Это была совместная работа с ВПРФ, администрацией города Якутска и кварталом труда. Конкретно у нас перед нами стояла задача чисто аудиогида, где были задействованы, где озвучивали сами водители, их родственники иногда. Но так как я уже сказала, они народ очень скромный, поэтому некоторые отказывались сами озвучивать свои истории. Поэтому к нам на помощь пришли музыканты нашего любимого города. Это Дмитрий Никифоров, Леонид Анциферов,
Алексей Солдатов, Оксана Чупикова и Евгений Мухин. Ну и очень много мы говорим про то, что вот опять же был вопрос, что может слушатель, да, почувствовать или узнать о городе Якутске, а где это Где эти послушать? истории можно послушать, Да, да? где с ними Самый познакомиться интересный там вопрос. можно. Вы просто заходите сейчас в автобус, а сейчас у нас 15 маршрутов, где есть специальные QR-коды. Вы просто их сканируете на свой телефон и можете спокойно слушать в своих наушниках. Здорово. Это на некоторых маршрутах? Да, на некоторых маршрутах, всего их 15 сейчас запущено, это межгород. 15 автобусов? 15, да, 15 Не автобусов. 15 маршрутов, Извините, 15 да, автобусов. 15 Нет, автобусов. тут просто сами Да. уточнить А по хотели. продолжительности вот одна история примерно? По продолжительности они разные, от 3 до 10 минут. Ну, Где-то зависит, так. опять же, от разговорчивости. Да, и скромности водителя, да. водителя. А вот говоря, потому что сказали, что междугородние, да? Да, в основном, да. А если кто-то вот, не пользуется междугородним транспортом, обитает только в городе, но хочет послушать, есть ли какая-то альтернативная Есть возможность? специальный сайт, сайт СОЛ, где есть возможность прослушать все эти аудиогиды. Есть 2 аудиогида: «Легенды Якутии» и «Якут глазами водителя». Мы конкретно работали над «Якут глазами водителя». Да. Гея, ну интересно дальше, вот будет развитие какое-то далее? Надеемся, что да, потому что истории, надеюсь, что будут пополняться. Мы всегда готовы, конечно же, дальше работать над этим проектом. Здорово. Ну, очень интересно. Да. Ну и завершая беседу в 2 словах, вот если шагнуть дальше, да, вот, допустим, с водителями, как бы сама работа уже закончится, проект будет полностью, всех водителей опросим. Чьими глазами бы Якутск еще можно было увидеть в будущем, например? Ну, может быть, задумывались об этом, а вот давайте потом когда-нибудь сделаем там, истории какие-то. Не будем раскрывать всех карт. Но планы есть, да? Какие вы хитрые. Конечно, планы есть, и они, так скажем, масштабные, но чтобы реализовать это все, необходима очень большая команда и очень много людей. Так что сейчас, конечно же, мы работаем над следующим проектом. Ну, а мы желаем, чтобы все получилось. Спасибо Да, большое. Гея, спасибо. Успешного пути к проекту. Спасибо большое. Да. Ну а сейчас наши коллеги из информационной службы расскажут о последних новостях. Мы продолжаем говорить о самых заметных событиях этого утра. Проект федерального бюджета на 26-28 годы, а также поправки в бюджетные и налоговые кодексы рассмотрят сегодня на заседании Госдумы России в первом чтении. Согласно представленным данным, в 2026 году ожидается рост ВВП на 1,3%, а за 3 года он увеличится почти на 7%, достигнув около 276 триллионов рублей в номинальном выражении. Доходы бюджета в 2026 году составят 40 триллионов рублей. Расходы бюджета будут равны 44 триллионам рублей. Инфляция в указанный период ожидается на уровне 4%. С 1 марта 2027 года при выявлении у водителей ряда опасных заболеваний права на машину будут аннулироваться. Соответствующие поправки внесены в законодательство в этом году. В случае обнаружения у гражданина симптомов болезни, препятствующих вождению автомобилем, медорганизация будет осведомлять ГИБДД. Далее он должен будет пройти внеочередное обязательное медицинское освидетельствование в течение 3 месяцев. При подтверждении заболевания или неявки лица на обследование действие водительского удостоверения будет прекращено. Ранее гражданин мог продолжать садиться за руль даже в случае выявления противопоказаний. С 1 марта этого года вступил в силу федеральный закон о внесении изменений в земельный закон. Основная поправка была внесена в статью, в которой определяется 3-летний срок для освоения земельных участков на территории населенных пунктов. Согласно документу, землевладельцам необходимо поддерживать угодья в пригодном состоянии. Если же будут выявлены признаки неиспользования земельным участком, то гражданину будет выписано предупреждение для устранения замечаний. В случае его игнорирования дело будет направлено в суд для вынесения дальнейшего решения. Признаки неиспользования земельных участков, они установлены постановлением правительства за номером 826. К ним относится захламление, загрязнение земельного участка на площади более 50%, отсутствие в течение 5 и более лет построенного здания, отсутствие на земельном участке более 7 лет
7 и более лет жилого дома, ну а также наличие на земельном участке разрушенного здания. Минимальный размер страховой пенсии по старости в следующем году составит 14 287 рублей. Сумма рассчитана специалистами с учетом двойного повышения выплат на 7,6% в следующем году. Изменения следуют после утверждения правительством России стратегии действий в интересах пожилых граждан. Документ предполагает двухэтапную индексацию пенсий. С 1 февраля планируется увеличение на уровень инфляции за прошедший год. С 1 апреля повышение, исходя из роста доходов соцфонда. Мирнинские школьники предложили идеи для улучшения жизни сверстников на конкурсе «Дети детям». Его организуют районная администрация и управление образования. Юные реформаторы защитили перед жюри 26 проектов по разным направлениям, от создания кукольного театра для продвижения якутского языка до организации пришкольной велопарковки. Последний и победил в конкурсе. Проект орлахских школьников получил 44 тысячи рублей на реализацию. Уже в декабре юные велосипедисты будут оставлять своих двухколесных друзей на собственной пришкольной парковке. Мы видим то, что возле школы вообще все ученики бросают, если у кого есть велосипед, просто на дорогу. Это мешает вообще движению машин. И есть риск того, что все могут просто украсть его. А с нашей велопарковки станет безопаснее и вообще расчистится дорога. Такими были новости к этому часу. Всего хорошего и до встречи в эфире. Спасибо нашим коллегам. Ну а мы с вами в одном шаге, а точнее в одном утре от выходных. А значит, уже можно начинать планировать свой досуг. И один из популярных видов культурного отдыха является, конечно же, поход в кино. И по традиции в четверг на экраны выходят киноновинки. И сейчас в нашей киноафише узнаем, какие ленты можно посмотреть на большом экране с сегодняшнего дня. Что-то из этого вполне может заслужить вашего внимания уже в эти выходные. Завтра выход в море. Важнейший совместный проект штаба флота и Академии наук. Смотрите в кинотеатре «Центральный» с этого четверга. Косечь и в Кусто. Приключенческую сказку «Горыныч» кинокомпании СТВ. Это не экранизация какого-то известного произведения, а оригинальная история о петербургском моряке Лехе Алексееве. Ты кто такой? Мужики, здорово! Кино снимаете? «Холопа»? 3-ю часть? Ты кого назвал холопом? Как только главный герой вынырнул со дна морского в неопознанном княжестве и едва успел спасти малыша-дракончика, оставшегося одного, начались проблемы. Срочно излечить неизлечимую хандру князя Филимона, победить непобедимого силача Бамбулу, защитить княжество от коварных врагов и жадных предателей и впервые в жизни встретить принцессу. В опасных приключениях моряку помогает верный друг, маленький дракон Горыныч, который считает Леху родной мамой. Но друзей ждет огромный сюрприз. И плывет веночек вдоль ночной воды, одинокая стою навек. Я думал, ты в сказку попал. Ничего себе, это рыбак. Но найти ее на небе не могу. Финик, Финик! Проверка микрофона. Я Финик. Мультфильм «Финик 2» может стать одним из флагманов проката в предстоящие осенние каникулы наряду с фильмом «Горыныч». У нее появились новые друзья. Привела каких-то кукол. По сюжету прошел год после того, как Финик и Кристина успешно предотвратили надвигающуюся на город угрозу. По нелепой случайности Финик теряет невидимость, что ставит под угрозу существование всех домовых. Вдобавок ко всему, теперь за ним самим следует опасный охотник Юджин. Друзьям придется отправиться в невероятное путешествие на поиски волшебного посоха, с помощью которого можно все исправить. Я не хочу, чтобы моя невидимость зависела от курьера на мопеде. Он что, еще и летает? Я просто коробка, ничего странного.
Триллер «Черный телефон 2», возглавивший американский прокат на прошедших выходных. Оригинальная история на основе рассказа Джо Хилла. Спустя 4 года после своего спасения из плена жестокого маньяка 17-летний Финн до сих пор пытается вернуться к нормальной жизни. Однако теперь его сестру, 15-летнюю Гвен, мучают загадочные сны о вновь зазвонившем черном телефоне. Кроме того, девушку посещают тревожные видения о 3 мальчиках в зимнем лагере. Решив разгадать загадку и положить конец их общим страданиям, Гвен уговаривает брата отправиться в лагерь из ее снов. Приготовьтесь. «Черный телефон 2» зазвонит уже сегодня. А мы желаем вам отличного настроения и приятного просмотра. Он здесь. Черный телефон зазвонит, и там попросит продиктовать код из СМС. Да, Не и, говорите кстати, ни в коем пользуясь случае. случаем, остерегайтесь мошенников. И каждый раз об этом говорим, да, но люди всё равно. Лишний раз лишним не будет, как говорится. На этом наш эфир сегодняшний подошел к концу. Завтра уже будем встречать утро последнего рабочего дня. Ну а на сегодня Для желаем кого-то улыбки, хорошего последнего, настроения. для кого-то нет, да. Отличного вам дня, хорошего настроения. До завтра.